Здравствуйте, вы смотрите новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Тувинская баранина появится на прилавках крупнейшего московского агрокластера Food City. Первая партия уже в пути. Научные исследования, учебно-методические работы и воспоминания. В Туве презентовали 10-томники собрания сочинений выдающегося политического деятеля Евгения Примакова. 14-летний Айкос Кыргыз будет бороться за победу в 4-м сезоне проекта «Голос дети». А теперь об этих и других событиях более подробно. Тувинская баранина появится на прилавках московского агрокластера Food City, крупнейшего оптово-розничного продовольственного центра России. Первую партию мяса экспортировали в минувшую пятницу. О том, сколько туш свежей тувинской баранины удалось отправить в столицу России, далее в материале. Уже не первый час работники мясокомбината «Заря» загружают мясо тувинской баранины в большегрузную машину для отправки в Москву. Всего на московский рынок поставят 800 туш. В Кызыл за первой партией мяса прибыли рефрижераторы от компании «Экомясо», которые сотрудничают со многими регионами страны. Сотрудники компании признаются, что тувинская мясная продукция станет первым представителем всего Сибирского федерального округа на прилавках крупнейшего столичного агрокластера Food City. Мясо очень вкусно, хорошее. Вот чем отличается от других регионов все-таки? На вкус как-то особен и цвет, и вкус. Хорошее мясо. Транспортировка охлажденной мясной продукции от Кызыла до Москвы займет в среднем 5 суток и сразу по приезду появится на прилавках магазинов и рынков, как цельными тушами, так и в разделанном виде. Как нам рассказал директор Сукпакского мясокомбината Саин Аюн, животные были закуплены у ведущих животноводческих хозяйств республики. Убой скота и разделка туш проводилась по особой технологии, учитывающей запросы самых взыскательных потребителей мяса, в том числе мусульман. Всего в феврале планируется поставить 120 тонн баранины. В будущем мы будем наращивать свое производство, будем наращивать забой, то есть в неделю будем отправлять как минимум 2-3 фура в Москву. Мы, конечно, тоже не только с Москвой работаем, мы с декабря уже работаем с 7 городами по России и также с Киргизстаном. Что касается субпродуктов баранины, то вся полученная продукция будет реализована на тувинских рынках. Внутренности будем продавать на внутреннем рынке, получается, самое это проходной товар сейчас это сердце, там, почки, языки и так далее. Вот, все это на внутреннем рынке очень хорошо идет. Даже желудки, можно сказать, все это используется в традиционных блюдах, там, кургултай, там, согажа и так далее и тому подобное. Глава Тувы Шолбан Караул отметил, что пробная поставка позволит выявить уровень спроса на тувинское мясо, отработать вопросы логистики и прочих накладных расходов на пути к московскому потребителю. Для чабанов, для простых просто животноводов возможность выйти на продажу своей продукции с достойной оплатой, мне кажется, это самое главное. Поэтому мы будем и дальше сейчас наращивать объемы, повышать того, чтобы стоимость нашего мяса была самым достойным. Я уверен в том, что лучше нашей баранины нет. И в Москве, как только это почувствуют, соответственно, и цена будет повышаться, я так предполагаю. Сегодня Тува входит в топ-10 регионов Российской Федерации по численности скота. На 7-м месте по стране и на 1-м в Сибирском федеральном округе. Общее стадо овец и коз в республике составляет около 5% всего поголовья мелкого рогатого скота в России. Чинчика Шпукол, Буян Аюн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». И о новостях экономики. Тувинское унитарное предприятие «Молчин» из Мангунтайгенского района будет представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Регионы устойчивого развития». Предприятие – одно из старейших и ведущих животноводческих хозяйств республики. Если повезет, оно рассчитывает привлечь на расширение и модернизацию своего производства не менее 45 миллионов рублей конкурсной премии. Финансовыми партнерами предприятия при реализации проекта выступят власти района и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы. Участие в конкурсе для нашего
нашего региона – это возможность привлечения дополнительных инвестиций в свой аграрный сектор, в том числе на решение вопросов импортозамещения. Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, за счет этих вложений на базе Молчина предполагается в перспективе создать крупную по региональным меркам компанию с несколькими производственными профилями. В настоящее время на предприятии работает 133 человека. В случае реализации заявленного на премию региона устойчивого развития проекта модернизации, там рассчитывают создать дополнительно не менее 40 рабочих мест. Долги по зарплате в России превысили 3 миллиарда рублей, пишет российская газета. По информации Росстата, на 1 января 2017 года задолженность по зарплате имелась перед 49 тысячами человек. Наибольший размер задолженности на сегодняшний день наблюдается в Приморском крае, Мурманской и Томской областях. Причем около 59% долгов приходится на обрабатывающее производство, 18% на сферу строительства, 7% на сельское хозяйство, 6% на транспорт и 5% на добычу полезных ископаемых. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 63 копейки, евро 61 рубль 45 копеек. Личность легендарного масштаба. В Туве презентовали 10-томники собрания сочинений Евгения Максимовича Примакова. Он остался в политике новейшей истории России как человек с безукоризненной репутацией. В свое время Евгений Примаков занимал разные посты. Был председателем правительства России, министром иностранных дел, руководил Центральной службой разведки СССР и 15 лет возглавлял Торгово-промышленную палату России. В память о легендарном человеке она издала его сочинения в 10 томах. Экземпляры трудов Примакова передали нашей республике. Великий политик, государственный деятель, ученый, академик, журналист, да и просто человек с большой буквы. Евгений Максимович Примаков оставил глубокий след в истории нашей страны. Презентация его трудов в Туве началась с показа фильма, который подготовила Торгово-промышленная палата России в память о легендарном человеке. Евгений Максимович запомнился России авторитетным государственным деятелем, человеком твердых принципов и глубоких знаний. Востоковед, журналист, академик, глава внешней разведки, министр иностранных дел, премьер-министр, президент Торгово-промышленной палаты – все это Евгений Примаков. Его называли патриархом российской политики, стратегом, государственником, мыслителем. Труды Евгения Примакова в 10 томах издала Торгово-промышленная палата России, в которой он проработал 15 лет. Собрание сочинений легендарного политического деятеля в Туве презентовал ее вице-президент Максим Фатеев. То, что сделал Евгений Примаков для бизнес-сообщества, невозможно переоценить, говорит он. Его авторитет был непоколебим, его дела вдохновляли, а его слову доверяли. Для нас было великим счастьем и удачей, что Евгений Максимович согласился стать президентом Торгово-промышленной палаты России и многое сделал для предпринимательского сообщества России. Много создал тех невообразимых прочных нитей и связей, которые нас связывают с предпринимательским сообществом, с государственной властью. По словам издателей, труды Евгения Примакова могут стать учебником для сегодняшних политиков, экономистов и всех, кто связан с жизнью нашей страны. В 10-томнике научные исследования, политическая публицистика, выступления, интервью, учебно-методические работы и воспоминания. Один экземпляр Торгово-промышленная палата вручила главе Тувы Шалбану Караулу. Я участвовал на многих мероприятиях с его участием. Для меня он был человек, мы с вами знаем, какая у нас ментальность. Иногда она играет плохую роль в том, чтобы сейчас жалею, что не смог подойти, переговорить, спросить о судьбе своего края, может быть, услышать какие-то рекомендации. А он действительно был очень мудрый человек. После прочтения Шалбан Караул пообещал передать книги в библиотеку, чтобы труды Евгения Примакова были доступны для всех жителей Тувы. Еще один экземпляр сочинений представители Торгово-промышленной палаты России вручили ректору Тувинского госуниверситета и пообещали, что привезут в Туву продолжение издания в виде 2 томов «Неизвестный Примаков». Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Прервемся на рекламу, после чего продолжим наш эфир. Не переключайтесь. Любовь – это подарить ей шубку ее мечты от знатных мехов. С 24 по 26 февраля в СК Субидей города Кызыла.
В ночь с 26 на 27 февраля Тува встретит Новый год по лунному календарю. Запланировано очень много мероприятий, посвященных этому празднику. Кроме того, сегодня началась Масленичная неделя. О том, какие мероприятия запланировали для кызылчан, нам расскажет начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла Мерген Макарь. Здравствуйте. Добрый день, Чинчи. Неделя обещает быть насыщенной на торжества. Да, я бы хотел в первую очередь поздравить всех горожан и гостей столицы с начавшейся Масленичной неделей, а также с наступающим праздником Шага. С чего начнется Масленичная неделя? Масленичная неделя, она началась сегодня, но я бы добавил, что ранее было уже принято постановление мэрии города Кызыла о проведении этих двух замечательных праздников Широкой Масленицы и Шага. Всего по нашему плану запланировано 58 мероприятий. Это мероприятия как спортивные, культурные, так и профилактические. Когда пройдут основные сначала масленичные гуляния, потом, наверное, перейдем уже к Шага? По традиции основные мероприятия, посвященные Масленице, они состоятся в день окончания Масленичной недели, в прощенное воскресенье. 26 февраля на площади Арата состоятся праздничные гуляния для наших горожан. Все мероприятия начнутся в полдень. Для наших горожан будет подготовлена очень хорошая театрализованная программа, а также народные игры на площади Арата. Ну и, конечно же, гвоздем программы станет наш традиционный конкурс «Покорение столба». Так, а еще какие-нибудь, например, с прошлым годом какие-то новшества есть, если сравнить с прошлым годом? Если сравнивать с прошлым годом, то мы, конечно же, стремимся использовать весь положительный опыт, уже наработанный, но также мы не останавливаемся на достигнутом, поэтому в этом году будет задействовано большое количество баянистов. И эти баянисты, они уже с самого начала мероприятия будут находиться на площади и заряжать наших гостей драйвом и положительными эмоциями. Ну вот, покорение столба — это, конечно же, для взрослых более такой зрелищный конкурс, а для самых маленьких что предусмотрено? Какие мероприятия? Что касается конкурсов, где в отличие от покорения столба могут принять участие дети, да, я бы отметил, что это идут такие конкурсы, как веселые старты, ведь по традиции они привлекают очень большое внимание именно подрастающего поколения, а также их родителей. Я думаю, что в этом году также без внимания не останется бой подушками, ну и также перетягивание каната. И если вдруг, а я надеюсь, что среди гостей праздника найдутся силачи, они смогут испытать свои силы в традиционном конкурсе на поднятие гири. Помимо конкурсных мероприятий, может быть, какие-то торговые объекты будут на площади Арата организованы? Да, конечно же, по традиции на площади Арата будут размещены торговые объекты. Это будут палатки с продуктами питания. Но я бы также добавил, что настоящим украшением нашей площади станут национальные подворья, выставленные участниками нашего конкурса. Также в этот день мы будем подводить итоги конкурса на лучшую масленичную куклу. Что же касается нашего самого любимого праздника Шага, какие мероприятия будут? И, наверное, про Сансалыр тоже немножко расскажете? Согласно плану, утвержденному по мероприятиям, посвященным Шага, значительная часть мероприятий, она уже проведена. Я бы здесь отметил профилактические встречи в общежитиях учебных заведений города Кызыла, в которых сотрудники мэрии совместно с управлением Камбыламы проводят встречи и рассказывают студентам о том, как именно нужно встречать этот замечательный праздник. Также я бы отметил, что в начале февраля в арт-центре Найслал прошел семинар, посвященный обычаям тувинского народа. Данный семинар пользовался очень большой популярностью. Для всех участников семинара были представлены материалы наглядные, да, о том,
как нужно встречать наши народные праздники, о том, как их нужно проводить. Это вот, то есть такие праздники, как Той, ну и, конечно же, особое внимание было уделено Шага. В каких местах будут проводиться обряды Сан-Салыр? Да, ну я бы здесь добавил, что традиционно, да, во многих точках города Кызыла будут проводиться традиционные молебны в таких местах, как арт-центр Найсылал, Дом культуры Енисей, Дом народного творчества и во многих других. Что же касается нашего традиционного обряда Сан-Салыр, то данный обряд будет проводиться сразу в нескольких местах. Это, конечно же, на горе Даге, возле памятника Кадарчи, в национальном парке, возле спортивного комплекса Субидей, а также традиционно на левобережных дачах, возле Хуре. Здесь я бы добавил, что если у наших горожан, у некоторых людей имеются проблемы со здоровьем, сердцем, с давлением, то мы им не рекомендуем подниматься на гору Даге. Поскольку это восхождение, оно может создать определенные проблемы здоровья. И для таких людей мы бы сказали, что они смогут посетить места проведения обрядов Сан-Салыр в национальном парке, возле Субидея и на горе Кадарчи. Будет ли организован транспорт до мест обряда? Да, конечно, вопрос обеспечения горожан общественным транспортом в ночь встречи Шага, он является очень важным, и я бы здесь добавил, что будут функционировать 4 автобуса марки ПАС с 23 часов 26 февраля до 4 часов утра 27 февраля, а также будут действовать частные перевозчики на автомашинах марки «Газель». Ну, это что касаемо ночи. Следующий день, 27 февраля, какие мероприятия нас ждут? Где мы можем поиграть в наши национальные тувинские игры? Если 26 февраля на площади Арата весь город будет отмечать Масленицу, то уже на следующий день мы с горожанами будем отмечать на площади Арата наш замечательный праздник Шага. Я бы здесь добавил, что все мероприятия начнутся с 12 часов. Начнутся наши мероприятия с подвижных традиционных игр. В час дня начнется театрализованное представление с запланированным выступлением нашего камбуламы. И с часу 30 начнутся долгожданные игры. Это такие игры, как метание аркана и это, конечно же, поднятие камня. Призы будут? Да, конечно, призы будут. И я бы хотел обратиться ко всем нашим горожанам 26 и 27 февраля прийти на площадь Арата и поучаствовать в этих замечательных мероприятиях. Сегодня у нас в гостях был начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла Мерген Макаль. Он рассказал нам, какие мероприятия запланированы для кызылчан в праздники Шага и Масленица. Спасибо, что пришли. Далее наш эфир продолжат новости короткой строкой. Минстрой России призвал регионы внимательно относиться к установке нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. По данным ведомства, сегодня одни и те же нормативы в соседних регионах могут отличаться в разы. В соответствии с законодательством обновленный норматив должен быть утвержден до 1 июня 2017 года. Однако ведомство призвало регионы провести эту работу быстрее. Департамент по образованию мэрии Кызыла доводит до сведения родителей, что приказом Министерства образования и науки Тувы с 20 по 26 февраля во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях столицы объявлены дополнительные каникулы для учащихся первых классов. Ассоциация распространителей печатной продукции наградила издания и региональные филиалы Почты России, которые показали лучшие результаты по итогам подписной кампании на первое полугодие 2017 года. В этом году при оценке лидеры определялись не по формальным количественным показателям роста тиражей, а по плотности подписных тиражей на каждую 1000 жителей региона. Лидерами подписной кампании стали 10 регионов, в том числе и Тува.
Экспертами Фонда независимого мониторинга здоровья Тува названа в числе регионов, в которых достигнут целевой показатель по снижению смертности населения по итогам деятельности за 2016 год. Основными причинами смертности населения являются болезни системы кровообращения, несчастные случаи, отравления, травмы, новообразования, болезни органов пищеварения и болезни органов дыхания. За последние 3 года показатель общей смертности по Туве снизился на 10%, что ниже показателей по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации на 24,6%. Республика Тува по ценам на блины оказалась в конце рейтинга, сообщает портал agro2b.ru. Составители рейтинга опирались на данные по стоимости набора продуктов, необходимого для приготовления 30 блинов. В этот набор вошли литр молока, 2 куриных яйца, 400 граммов муки, 40 граммов подсолнечного масла, 2 столовых ложки соли и сахар. Абсолютным российским лидером доступности праздничного угощения стала Республика Татарстан. 14-летняя Айкыз Кыргыз будет бороться за победу в 4-м сезоне проекта «Голос дети». На слепых прослушиваниях девочка исполнила зарубежную песню «Переживу». Профессиональное выступление школьницы покорило сердца жюри и зрителей. К девочке повернулись сразу 2 наставника. Певица Нюша даже попросила Айкыз исполнить песню на ее родном языке. В результате наставница очень просила девочку пойти именно к ней в команду. Однако она выбрала Билана. Отметим, что оценивать выступления юных участников и определять их дальнейшую судьбу в этом году предстоит уже опытному наставнику Диме Билану, а также новичкам Нюше и Валерию Меладзе. Сейчас наставникам предстоит набрать в свои команды по 15 человек. Лишь потом между ребятами начнется настоящая борьба. Региональное министерство внутренних дел ежегодно проводит мероприятия и акции, направленные на духовно-нравственное развитие детей и оказание им материальной помощи. Так, в 2016 году было организовано и проведено 34 различных благотворительных мероприятий для детей из подшефных учебных заведений, экскурсии подразделения МВД, мастер-классы, соревнования, а также масштабные благотворительные акции «Помоги собраться в школу» и «Полицейский Дед Мороз». В августе и сентябре прошлого года сотрудники 24 подразделений, в том числе и районных, помогли собрать в школу 130 детей. Для ребят были приобретены канцелярские принадлежности, школьная форма и обувь на общую сумму более 133 тысяч рублей. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» подарили детям подарки. Подарки от полицейского Деда Мороза получили свыше 450 детей по всей республике. На имя министра внутренних дел поступают письма от руководителей учреждений, ученики и воспитанники, которых становятся участниками акций и мероприятий МВД. В этих письмах руководители выражают огромную благодарность сотрудникам полиции за доброту, отзывчивость и неравнодушие. В связи с этим руководство МВД отметило благодарственными письмами сотрудников, помогающих детям. Ну а далее узнаем, что же нам прогнозируют синоптики. Впереди прогноз погоды. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. В студии Ксения Перумова. Для начала расскажу о нашем партнере. Уна – это магазины неизменно качественного и правильного чая и кофе, а также подарков, сладостей и посуды. В магазине представлены более 200 видов чая и 40 видов кофе. Также у вас есть возможность приобрести чайные и кофейные подарки для своих друзей и близких. Магазины Уна находятся по адресам торговый дом Алексеевский, 2 этаж и Кичиола, 9. Выбирайте подарок со вкусом. Не знаете, что подарить на праздник? Есть идея! В магазине Уна большой выбор полезного чая, ароматного кофе, шоколада, варенья и других вкусных товаров. Мы поможем выбрать и красиво оформить ваш подарок к празднику. Магазин Уна, торговый дом Алексеевский, 2 этаж и Кичиола, 9. Сделай подарок со вкусом. А теперь о погоде на предстоящие сутки. Утром за окном 21 градус мороза. Днем будет ясно и безветренно. На градуснике минус 15 градусов. Вечером и ночью станет значительно холоднее. За окном минус 22. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 72%. Атмосферное давление составляет 717 мм ртутного столба. На этом все. Я желаю вам приятного вечера и до встречи. По сообщению Гисметео в предстоящие сутки. В Туране погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 19 градусов, днем минус 10. В Ворадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром минус 19 градусов, днем минус 9. На Полке погода ясная, без осадков. Дует ветер. Температура воздуха утром минус 12 градусов, днем минус 5. В Танзибе ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 10 градусов, днем минус 4. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный.
На этом наш выпуск завершен. Новости телеканала «Новый век» вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Всего доброго и до новых встреч!